29 мая. Листочки так себе расцвели. Это просто долго холодно было, а потом бабах, жара наступила. Ну, температура повлияла, вон черемуха зацвела. Ну, какой ты урожай дашь в этом году, а? 29 мая. Наши лодки высохли. Река подсела. Сейчас мы уровень посмотрим. Так, и до кучи первая кукушка кукует. И замолчала. Внимание обратили. Под ногами слякоть осталась. Вода, конечно, упала прилично. Но это, можно сказать, еще большая вода. Еще большая. Казанкой можно ездить смело. Сильно упала вода. Сильно, сильно. Как мы приехали, очень сильно. Но еще большая. Вот где стоим, вода была такая. Здесь я еще лодкой проезжал, где ты стоишь. Мотор, правда, задевал, но проезжал на лодке. Ну что, будем готовиться к мелкой воде. Для этого посмотреть надо дырку в деревянной лодке, то бишь на ремонтную стоянку ее оттащим. Слушай, а комаров-то нету? Хорошо. Хорошо-то хорошо, но почему нету? В общем, я слыхал, говорят, комар в жару боится жир свой растопить. Да, не успел сказать. В жару он тоже не любит. Так, нос я немножко. Так, параллельно сделаем и сюда немножко. Сюда, чтобы машинами спокойно могли ездить. Так, это у меня вот. Сломается ноги. Я тоже. Так, ну что, за родину. О, вот это ударчик. Вот это ударчик. Да, удары, мать моя. Ну, сейчас потом погоду надо выбрать. Так, ну ладно. Сейчас первым делом ремонт деревянной лодки. Ну, сирень зацвела, само собой. Плюс 30 к концу мая, что даже яблоня зацвела. Так смотришь, и Краснодар уже там нас назовут. Ну, а что рябина зацвела, это само собой. Это наше родное. А что одуванчики зацвели, это само собой. Лето худо-бедно, хоть и ранее. И зеленью как-то все в раз покрылось. Закаты в начале лета самые интересные, самые цветастые. Интересно, завтра какая погода будет, а? 11 июня. Можно сказать, вода еще большая. Никаких песков не видно. Ну, лодки, ясно дело, стоят. Но вода еще большая, температура с утра плюс 14 было. Ну что, будем считать, лето наступает. То есть сейчас вода будет мелкой, и пора деревянную лодку делать. Коряги, конечно, постарались. Удары. Блин. Ну и жестянка, пакость. Сгнила, можно сказать. Сейчас мы ее металлическим холодной сваркой заварим. Так, ну красить это самое, надо старую краску содрать. А я... Сейчас залепим. Ржавчину, наверное, тоже убрать надо будет. Желательно. Тряпкой ацетоном уберет. Лютики что-то первый сорт. Ладно, это нам не мешает. Хотел перчатки взять, чтобы безопасно работать, да забыл. Надеюсь, не так опасно, как написано. Но я маленькими порциями, чтобы раньше времени не засыхало. Гадость.
Так, первая порция пошла. Ну, давай, не подводи. Клей для металла, холодная сварка. Лепить да клепить нафиг. Ветер дует, и мошкара сразу куда-то улетает. А остановится ветер и снова. Вот они, редиски. Так, ну чё? Вроде здесь дырки нету, но так хреново стукнуло. Лучше залепить. Ну, потом проверим. Вроде я с этой холодной сваркой лепил. Держит первый сорт. Холодная сварка везде написано по металлу. А я случайно увидел. Магазин объясняет, если холодная сварка и вот это желтое, то это точно для металла. А там еще и пластмасса, и много чего есть. Так, потихоньку складывается. Ну, осталось проверить. Так, ну что, куда тебя? Фу, еще и прилепиться тут мошкара хочет. Ну, подождать, пока застынет, а потом покрасим. И можем начать ездить. Ну что, на вид вроде ничего. По крайней мере, видимые дырки закрыли. Ну, старую краску, конечно, отколупать надо. Иначе новая упадет. Кто так шикарно цветет? Это наш шиповник. Ну, красота одна. Супер красота. Северные розы, можно сказать. Обещали супер жаркое лето. А урожай какой-нибудь будет или нет? Вопрос интересный. 21 июня. Река прилично уже упала. По крайней мере, уже желтизна песчаная со дна торчит. Видно. Ну, ладно. Лето наступает. Сейчас плюс 9. Когда уезжал, 9,5. Ночью 5 градусов было. Ну что, красить начнем изнутри. Все-таки холодная сварка отличное изобретение. По крайней мере, получше, чем жестянка, которую сейчас стали делать. Одна пакость. А это держит, будь здоров. Имеется в виду на жестянке, где на лодке. Ну что, мама мия, коряга не пробила тут? Блин, так шваркнула. Так, ну что, отдираем сначала старую краску. В общем, я беру, мне удобнее с носа сюда красть, а ты отсюда туда, Дело хозяйское. вторую половину. Так, ну что, полетели. Я в поисковике набил зеленую краску, мне бабах, голубая, все лезет. Короче, голубую взял. Ну, начало есть. И что этот цвет синий такой, голубой, испоганили? Классный цвет. Так, с одной стороны покрасили. Часок подождали, чуть подсохло. Ну что, переворачиваем с другой стороны. Так, сейчас главное не замораться. Или минимально замораться. Так, если подержишь, то я эти бревна подложу. Лучше подложить. А можешь сюда поднять? Ну, можно и поднять. Ладно. Ладно. Ну, надеюсь, сильно не замораюсь. Блин, на ногу себе положу. Фу. Так, ну что, ржавые раны красим.
Такие удары, блин, были. Так, ну что, лодка готова к трудовой обороне. Сохни. А мы подумаем, какой первый поход сделаем. Капитально шумит у людей. Вентилятор-то. За поворот.